içeride gençsin, içeride сет дома, içeride can ayma. Сегодня особенный день, в канун Дня защитника Отечества. В нашей библиотеке состоится историческое событие. Торжественная передача реликвий времен Великой Отечественной войны. Сегодня у нас очень волнительный день, и мы вот собрались в стенах нашей библиотеки, и эта встреча, наверное, носит поистине исторический характер. Да? В Беларуси шли ожесточенные бои против фашистских захватчиков. И вот спустя более 80 лет там же была обнаружена простая армейская фляга. На тот момент это было так, да, сейчас, спустя такое количество времени, это уже является ценной реликвией времен Великой Отечественной войны. Номер 2 города Новополоцка, Ксения Александровна Антонова, главный хранитель Народного музея боевой славы указанной школы, да? Ксения Александровна, мы вас приветствуем. Представьте, пожалуйста, кто присутствует с нами на встрече. Добрый день. Вас приветствует город Новополоцк, это Республика Беларусь, Витебская область. И сегодня с нашей стороны на мероприятии присутствует администрация нашей школы, завуч по воспитательной работе Светлана Николаевна Потапова, также ваши коллеги, это библиотекарь нашей школы Ольга Александровна Ливанова, и также учащиеся 7 А класса, в котором учится Евгений Быков, как раз-таки дядя, которого нашел эту флягу и передал нам в музей. К сожалению, ученик мой, которого я преподаю такой предмет, как историю, он принес, будучи учащимся 5 класса, флягу. Эта фляга, конечно, показалась нам очень интересной, потому что она не просто была найденный предмет, а она была именная, она была подписана, и были фамилии написаны Ядреев Т.П. 1904 год, а с другой стороны был нацарапан Намский район. Вместе с учениками мы посмотрели, что очень интересно, что такой ценный экспонат для нашего музея, который был найден не так далеко в реке от нашего города, в реке Дриса, на дне реки был найден. И, конечно, нам стало очень интересно, как эта фляга попала в реку, кто был этот боец, жив он, либо он погиб. У некоторых ребят возникали вопросы, может быть, он утонул, или эта фляга случайно была обронена в воду. Поэтому мы не спешили флягу передавать в наш школьный музей боевой славы, но когда у нас проходили экскурсии, мы всегда показывали эту флягу. Дальше, конечно, стала проводиться работа по поиску. Кто был этот боец? Мы перешерстили, конечно, очень многие интернет-страницы, посмотрели обобщенные банки данных, ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа». И тогда мы узнали полное имя бойца, что его звали Ядреев Тимофей Прокопьевич, 1904 года рождения. Также в поисках, конечно, я писала его однофамильцам в разные города, которые находятся рядом с вами, села, чтобы можно было найти родственников и узнать судьбу этого бойца. Ну, как бы поиски мои продолжались 1,5 года, никто особо, отвечали люди, но говорили, что они не являются родственниками этого бойца. И вот совсем недавно, в конце 2023 года, я случайно совсем, не теряя надежды найти историю этого бойца, я наткнулась на замечательную вашу Намскую библиотеку, и там я смогла познакомиться с созданным вами архивом, где вы храните в электронном архиве память о своих воинах-земляках. Мы земляки Ядреева Тимофея Прокопьевича. Я сегодня хочу вам рассказать немножко о биографии Тимофея Прокопьевича Ядреева. Ядреев Тимофей Прокопьевич родился в 1904 году в Ведейском наследии Намского района. И в годы становления советской власти Тимофей Прокопьевич принимал самое активное участие в создании первых артелей наследия. В 1942 году в ряды Красной армии он был призван в 1942 году из Намского военкомата. Он служил в 510-м стрелковом полку 154-й стрелковой дивизии Прибалтийского флота. Имеет звание младший сержант. Санитар стрелкового батальона
младший сержант Ядреев получил в феврале 1944 года в районе деревни Дворец и деревни Табатихой Спражинского района Витебской области за успешную борьбу с очагами эпидемических заболеваний среди личного состава на переднем крае, сохранив при этом состав их потерь. В Якутске и потом женился и переехал в Кобяйский Улус, и там он трудился и умер в 1969 году. Мы, земляки, отдаем дань уважения и храним вечную память о защитниках Родины, ценой жизни, построивших наше светлое будущее. Далекие друзья белорусской земли. Наш школе-музей как историко-этнографический был создан в 1962 году силами педагогов, учащихся и общественности села. В музее собрано более 500 экспонатов этнографического содержания. Музей имеет 7 основных тематических разделов. Благодаря подлинным экспонатам и музейным материалам знакомимся с историческим прошлым нашего народа. В течение года организуется общественно-образовательная экспедиция «Уджуртма. Наследие предков». Она включает различные формы работы, в том числе традиционные и новые на учебный год. Уроки мужества, конкурсы, походы, сбор материалов и так далее. Советская армия ванна военно-морской флот күнінен. Итеті кестейнеге қадделебен, түгін бақан бұл жоғын түрән ола тұрар, үйділі ақпытын ертедер, анан барығытығар ұттан ұрыққы кеме ақтан санан, олар күтігер, үйді соны хүлдер күтігер, сілдің жемін тұз бәйметебен. По широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Те годы войны из нашего маленького района призваны 653 воина. Все ушли на фронт. История одной фляги, посвященной торжественной передаче реликвий времен Великой Отечественной войны музею нашего села Материнская Слава. Видно вам? Символизирует гостеприимство, богатство и верность. Спасибо большое, очень видно, да, замечательно. Спасибо. Мы обязательно передадим это вам через доставку. Спасибо вам большое. Евгению тоже очень большое спасибо. Спасибо вам огромное. Вы слышали, у нас в 2022 году в стране вышел по указу нашего президента Путина вышел закон о российском движении детей и молодежи, основной целью которого является воспитание именно патриотических чувств, сохранение той исторической памяти, которая осталась от наших предков, исторических фактов, событий, для сохранения культуры народов России. Верно?